Абдразакова Алтынай. Алтынай Абдразакова учится в 7-й детской музыкальной школе. Наша героиня приняла участие в республиканском конкурсе гитарной музыки в честь 82-летия первого кыргызского профессионального гитариста, музыковеда, заслуженного работника культуры Даниала Назарматова и стала победительницей Гран-при. К поставленной цели юная гитаристка шла упорно. Приложенные усилия принесли свои плоды. Я играла джаз телек и арабское капричо. Я была в первой категории. Эти произведения, как я уже сказала, я точила 2 года. Год на разборку и год на отработку на меня ушло. Я очень сильно обрадовалась. Там даже были слезы счастья, конечно же. Вот, родители очень рады и гордятся мной, конечно же. Республиканский конкурс гитаристов проводился в 4 возрастных категориях. В нем состязались учащиеся музыкальных, художественных, частных школ и вузов. Всего собрались 63 конкурсанта, а победителям были вручены награды и денежные призы. Это мероприятие было запланировано в 2020 году к 80-летию первого гитариста Кыргызстана Даниала Мухашевича Назарматова. Но так как из-за пандемии уже 2 года эта пандемия длилась, мы все время переносили. Конкурс прошел очень хороший. Был конкурс. Призовой фонд где-то 230 тысяч. Этот призовой фонд выделил нам семья Назарматовых. Цель конкурса была направлена на выявление и развитие талантливых детей, совершенствование технических навыков игры на гитаре. В мероприятии приняли участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов, члены семьи Даниала Назарматова, руководители музыкальных училищ, а также деятели культуры и искусства. Человек не только из такой творческого мира, и были определенные способности управленческого характера. Он был директором разных музыкальных школ, училищ, был директором театра оперы и балета, был директором Кыргызской национальной филармонии. Учитывая все эти деятельности, его потом назначили министром культуры, где он, конечно же, внес огромный вклад в развитии не только гитары и всех направлений культуры. Талантливый музыкант родился в 1940 году в деревне Джанбулак Нарынской области в семье служащих. В этом году выдающемуся гитаристу исполнилось бы 82 года. О том, каким человеком был талантливый музыкант, основатель школы гитарного искусства в Кыргызстане, один из легендарных организаторов фестиваля «Весна Алато», возглавлявший в свое время Кыргызскую национальную филармонию, театр оперы и балета, а также Министерство культуры, вспоминает его дочь Джамиля Назарматова. Для меня он один из самых великих людей. Он был замечательным, добрым, заботливым папой, братом, супругом, сыном. Для него семья всегда была на первом месте. Он был очень мудрым человеком. Самое любимое, конечно, кыргызскую чу в его обработке Атая Агонбаева. Ну и очень прекрасно он исполнял испанские мелодии, это Сеговию. Маэстро – автор ряда оригинальных произведений, обработок классических шоу и наигрышей для гитары, оркестра народных инструментов и эстрады, которые широко используются в репертуаре гитаристов, в музыкальных учебных заведениях и общеобразовательных школах республики. Вклад Даниала Назарматова в развитие культуры Кыргызстана трудно переоценить. Его имя по праву занимает одно из ведущих мест в музыкальном наследии страны. В дело сохранения и дальнейшего развития культуры республики он вложил все свои силы, энергию и душу. В последние годы Даниал Мукашевич занимался педагогической деятельностью. За годы работы он воспитал целую плеяду талантливых ребят, которые теперь трудятся во многих странах мира. Рашид Алиев, Чантай Макенов, «Пирамида».